уже говорил, что за годы, за период, советский период, когда была определенная значит, политика в нациостроительстве, нагайцы Нижнего Поволжья были включены в татарский национальный проект. Но уже 30 лет нет Советского Союза. Уже вот от многих, так скажем, ошибочных, я скажу, потому что в советский период были хорошие вещи, которые не надо забывать, которые нужно брать с собой, так скажем, в будущее, да, но были и ошибочные определенные действия, вот. От них нужно, так скажем, уже избавляться, от них нужно уходить, их нужно исправлять, поэтому нагайцам, да, вернее людям нагайской идентичности, а все группы, которые у нас проживают здесь, независимо от того, как они официально пишутся, татарами, там, нагайцами или еще кем-то, да, но имеют нагайское происхождение, и все прекрасно знают, кто они такие. И соседи знают про них, кто они такие. Спроси у любого туркмена или у казаха, который живет в Астраханском регионе, например, туркмены у нас живут в двух селах, Фунтове или Батале, да, кто твои соседи, вот, живущие, допустим, в Ексатове или в Осыпном, Бугре, они скажут, это нугаи. Они скажут, это татарин, скажут, они нугаи. Потому что, как говорится, сосед всегда лучше знает о том, кто у него живет по соседству. Поэтому пора уже возвращать это имя, имя своих предков, имя своих дедов, прадедов, изучать, восстанавливать свою историю, свою культуру, свой язык. Потому что только человек и народ, который знает, ценит и любит свою историю, свою культуру, свой язык, он будет ценить и другую культуру других народов. А также и другие народы будут относиться к такому народу, как к полноправному участнику тех процессов, которые происходят на нашем вот этом общероссийском пространстве, так как народ, который обделен знанием своей истории, своего прошлого, своего языка, народ, который не будет, значит, называться тем именем, которое ему завещали его предки, он не будет, пусть он не ждет, так скажем, уважения со стороны других народов. К нему всегда будут относиться как к такому, как бы бастарду, так скажем, недоделку определенно. Поэтому, чтобы сойти вот с этого неправильного пути и встать на более такой верный и завещанный нам, скажем, предками, да, путь, нужно вот эти все дела поднимать. К этому призывает и наша история, к этому призывает и наши традиции, наши адаты, к этому призывает и наша религия. Об этом сказано везде. Поэтому нашим братьям, нашим сестрам нужно восстанавливать свое утраченное имя. Слава Богу, это имя не предано забвению. Еще есть поколение, значит, стариков, которые это все могут, так скажем, напомнить. Просто эту информацию нужно спрашивать. И вот наша задача именно вот этот процесс направить в правильном русле. То есть вот в созидательном русле, не разрушительном и так далее. Во имя, так скажем, сохранения вот того мира, согласия среди народов, которые живут в нашем Астраханском регионе, в частности, и в Российской Федерации в целом. Спасибо.